вот мы подобрались к нашим гостям поближе, вовлекли их в нашу студию и в наш, конечно же, разговор. И рубрика «Культурщина» стартует здесь, на радио «Миллениум». Доброе утро. Это Адиль Хайбульна. Да, это я, Привет, как всегда привет. с вами, да. Я пришла не одна. Так. С кузнецом? Это мы сейчас узнаем, кто к с нам пришел. великим и могучим человеком в сфере нашего театрального искусства, мира. Много связей? Да, огромное количество. Это Нияз Рауфович Игламов, заведующий литературной частью театра имени Галиаскара Камала. Привет, Нияз. Здравствуй, Адиль. Здравствуйте все. Доброе утро. Известный Доброе. театральный критик. Я могу говорить бесконечно о его регалиях. Икона стиля, Икона стиля. секс-символ. Не, ну по радио-то можно наболтать все что угодно. Так что самое главное, фотки не выкладывать. А так, все нормально. Член экспертного совета театральной премии «Золотая маска». Ну, хотя бы это я могу сказать, этого, наверное, достаточно. То он пришел нам, чтобы рассказать о новом грядущем сезоне в Театре Камала, что нас там ждет, какие сюрпризы и вообще, когда нам уже начинать Что будет происходить? наряды готовить, чтобы ходить на Выгуливать. спектакли, Да. Театр Камала. Расскажи, что будет, что ждет, на что нам настраиваться. Ну, во-первых, первое, что я хочу сказать, в этом году исполняется 110 лет нашему театру. Театр Камала 22 декабря будет праздновать эту дату. Наш театр самый старый из национальных театров России. То есть вот сколько я был, все равно везде и в Бурятии, в Хакасии, везде во всех они это как бы... Ну, понятно, что ближний регион, и Чувашский театр родился в Казани, и Марийский театр родился в Казани. Просто первые спектакли на этих языках играли здесь. Они как бы знают, но даже уезжая куда-то в Сибирь, там люди тоже хорошо имеют представление о нашем театре. Поэтому наш сезон необычный в этом смысле. То есть, кроме обычных, традиционных, как бы, прописанных в нашем положении об основной деятельности премьер и проката спектаклей, у нас ожидается много всяких сюрпризов, интересных каких-то происшествий и любопытных фактов. Сюрпризов своими силами или будете кого-то приглашать, друзей творческих? Ну, надо сказать, что 7 октября, во-первых, у нас состоится перед открытием сезона на площади, на Фонтанной площади перед театром, у нас состоится грандиозное такое шоу с участием наших друзей, с участием представителей татарской эстрады, татарской альтернативной музыки, поэтов и прочее. И, конечно, и будут отрывки из наших спектаклей популярных, будут сыграны в этом open air. То есть это такой общегородской праздник будет, да? Это будет общегородской праздник, да. Посвященный грядущему Посвященный, юбилею. да, открытию такого юбилейного сезона. У нас сезон, понимаете, получается, сезон чуть раньше, 110-летний был, поскольку сезон, мы пишем, там, 1906-1907 года, он приходится, 110-летний сезон у нас был в прошлом году. Ну, в смысле, вот прошлый сезон. А этот сезон у нас юбилейный, конкретно дата первого татарского спектакля. И у нас будет пройдет акция, которую придумал наш замдиректор по пиару, маркетингу, там, всяким таким делам, общественным связям, Ильшат Латыпов. Это будет акция «Обойми театр Камала». Обниматься мы будем, Да, значит, здание, да? обнимать здание. Кружочек Да. встанем. Да, посмотрим, как это все. Ну, зависит, сколько придет народу, но мы планируем, что не меньше 1000 людей. Хотя... Они, в смысле, вокруг все станут и обнимать будут. Да. Ой, так классно. Понимаешь, Не, если придут двое, то в угол. обними театр, это просто, понимаешь, вот идет заслуженная артистка Республики Татарстан. Нет, обними здание театра. И там кто-то бежит сразу на нее, как в футболе, знаешь, обнял театр, молодец, все, Да, селфи. Ну, это как бы люди, которые не в ладах с языком, с правилами, да. Все-таки театр... Нинсина татаршайтем, театр обнимательный. Одним словом, будет вот такая акция. Все это мероприятие начнется в 4 часа, а в 7 часов традиционно мы откроем наш очередной 111-й сезон той пьесой. И давайте, может быть, Спектаклем по пьесе, которую вы должны угадать. Да. Каждый год, начиная с уже много-много десятилетий, после того, как был реабилитирован этот драматург, Татарский театр открывает и закрывает свой сезон этим спектаклем. Да. Что это за спектакль? Да. Тот, кто правильно ответит, Адиля сейчас расскажет, какой бонус его ждет. Да, Нияз у нас пришел с подарками. Это пригласительные в Театр Камала. Да ладно, вот на Как открытии. раз на этот спектакль.
Ну, я, если честно, не знаю, но вопрос у нас нет. Это на Это один- билеты на прошлый сезон. Да-да-да. Нет, это билеты на этот сезон. Это один из самых Да. шлаговых спектаклей. Наш Хаджан и самый Средин. популярный О, Хаджан и Средин. да-да-да-да-да. Да. И, в да-да-да. общем, пригласительные билеты, их два. Два на два лица, я думаю, да? Да, Надо конечно. посмотреть. И их получит тот, кто ответит на вопрос, который сейчас озвучил Нияз. Каким спектаклем откроется новый театральный Да. сезон в театре Не, Камала? подожди, смотри, она Открывается. Открывается. дело такое, что у нас действительно 2 пригласительных по 2 билета. Мы 2 людям подарим или одному человеку подарим, а остальные просто зажулим? Нет. Подарим, давайте Двум подарим. первым нашим- Эка правильно... вы скрытные, Сашенька. 2 первым правильным ответить. Или нет, первому правильно ответишь, и последнему правильно ответишь. И 110-м в честь юбилея. Нет, просто да. Нет, тут у нас ситуация такая, что у нас могут еще и до 11 просто, вот, понимаешь, Мы и до- уйдем, а они будут Они еще еще слать. отмечать будут, да. Итак, Правильный друзья, ответ. Вопрос ответы задан, присылаем. да, ждем. Ответы присылаем на номер 89375232323, 89375232323. Ждем с нетерпением, будем надеяться, что вам повезет, и вы сегодня получите подарки. Как много у нас подарков сегодня. А мы сейчас расскажем вам о ситуации на казанских дорогах, после чего продолжим нашу беседу в рамках рубрики «Культурщина». Так на душе у нас прекрасно, и на сердце полный драйв. Ведь Казань опять встречает свое утро, утро лайв. Друзья, всем доброго утра. Рубрика «Культурщина» продолжается. Надо сказать, что у нас уже разыграна первая пара билетов в Да? театр Камала. Первая пара Мы уже ушла. знаем, кто победитель, пока не будем Но мы говорить. последний же еще не получили. Но мы ждем Да. последнего. В конце передачи озвучим, скажем стоп, Повторите посмотрим. вопрос просто. Давайте. Вопрос. Каким спектаклем традиционно из года в год открывается каждый новый театральный сезон в Театре Камала? Пишите Вообще классная 893752323. Классная Да. традиция. Вы ее у Турандотом кто открывает у нас? Вахтанговский. Вы Вахтанговский у театр. вахтанговцев подсмотрели, нет? Или как-то Нет, так просто ну что традиционно сложилось? Это традиционно сложилось. Мне кажется, вахтанговцы тогда и не начинали, не открывали. Это... То есть это они у нас. Нет, сейчас я скажу, когда. Ну, возможно, многие, наверное, театры так делают. Просто нет же таких спектаклей долгожителей. Например, сегодня Турандот же не идет на сцене Вахтанговского Сняли, театра. да. сняли. Давным-давно. Давным-давно сняли, поэтому и не было попыток. Было всего лишь одна попытка у вахтанговцев реанимации этого спектакля. Это же второй состав, где Лановой молодой, Мгм, совсем Ульянов, да. Мгм. Это вторая была реинкарнация. И тоже спектакль довольно долго не шел перед этим. Порядка 20 лет он не шел. Поэтому говорить о том, что это такая прям традиция. Да, в 70-е, 80-е годы у них была такая А вообще традиция. сколько спектакль живет? Потому что ведь спектакль, он именно живет какой-то своей Ну жизнью. вот из самых долгожителей рекордсмен в одной постановке, понимаете, у нас же 12-я редакция «Голубой шали». Вот последняя. То есть меняются постановщики, меняются какие-то исполнители. Просто сама пьеса остается. Ну, это новая редакция. А вот в одной редакции, чтобы так жил спектакль, самый рекордсмен у нас старик из деревни Альдермеш. Он с 76 года по 2006 год. Ну, в 2006 30 году... лет. 30 лет. Вообще. Да, в 2005 году он еще игрался так активно. В 2006 году один раз был сыгран в рамках столетия театра, да? Ну, опять ну, же, надо было до 30-ки добрать, я думаю, да? Надо было добавить. Но, тем не менее, В да. принципе. А еще? Приказом он был списан на следующий год. А герои меняются, да? Герои меняются. Это, помните, как у Караченцева, В смысле? да, у Николая Петровича, он играл вот этого Друзья, в «Юная авось», а девушки менялись постоянно. нет, девушки меня... Елена Шанина была главной, значит, первой... Кончитой. Потом менялись не очень, потом практически сразу он поменялся на Певцова, Караченцев. То есть, ну, там тоже все не так просто. Друзья, меня наш замдиректора по маркетингу Ильшат убьет, Привет, если Ильшат. мы сейчас не начнем говорить уже о премьерах сезона. Давай, да. Да, я еще раз хотел расскажите. сказать, в 4 часа на площади перед театром Камала ожидается грандиозное 7 действие. октября. 7 октября фотосессии с любимыми актерами, розыгрыши ценных призов. Ну, концертная программа. И самое главное, акция. Все, кто купит в этот день, там будет работать круглосуточно, по-моему, до 12 театральная касса. Все, кто в этот день успеет купить билет, они смогут их приобрести
с большой значительной скидкой. Это очень здорово. Потому что я знаю, что в театр Камала... Что, дорогие билеты у вас? И не то, что дорогие, Юль, но сложно найти на некоторые особенно. Да, Юль ведь на спектакли. слово «дорого» определенным образом реагирует. У нас есть 6-7 спектаклей, на которых просто ни за какие деньги там. Как в театре оперы и балета. Ну, примерно, да. Вот помните, Ну, к нам приходил, Понимаете, кстати... театр оперы и балета нагнетает искусственный ажиотаж, а мы-то все по-честному. Мы же каждый день играем в спектакле. Если мы играли 3 раза в месяц, у нас бы люди не просто на люстрах висели, у нас бы каждый день обнимали бы театр. Хорошо, что у нас есть связи в Камалском театре. Просто помните, приходил как-то Эмиль Талипов и рассказывал про премьеру, да, «Махаббат ФМ». Так. Я знаю, что этот спектакль является одним из самых Хитовый, кассовых. хитовый, да. Туда очень сложно попасть. Ну, он такой найти молодежный, билеты. да? Да, Мы он помним, что он молодежный. про радио. Да, эксцентрик джаз-комедия молодежная, да, про радио, как раз-таки про ваших коллег. Думаю, вам было бы это интересно. Действительно, он спектакль хитовый, он идет уже несколько сезонов на аншлагах. Подождите, всё-таки- там же, по-моему, о любви говорится, правильно? Да, о любви. Ну, Ну, о любви, просто действие происходит Все на спектакли о любви, вообще Как? все о любви. Даже вчерашний твой текст начитки, он тоже о любви. Да, я знаю. Не, какая у нас здесь любовь? Вы здесь страсть. сидите, мы тут терпеть друг друга не можем. Нормально, все хорошо. На этом мы держимся. Так все-таки о грядущем Да. сезоне. О грядущем сезоне. Первая премьера сезона, она состоится сразу на следующий день после... То есть 8 октября. октября, после вот этого грандиозного открытия. Это премьера одной из лучших татарских пьес. Она называется «Желкен Цезлер», «Без витрил». Написал ее Карим Тинчурин в 26 году. Написал очень правительскую вещь, в которой очень многие вещи, которые потом случились и со страной, и с нашим народом татарским, и со всеми другими народами России, они как бы закодированы, зашифрованы. Тогда, надо сказать, вообще 20-е годы для российской культуры, для русской советской культуры и для культуры народов СССР тогдашнего были очень плодовитыми, плодотворными. До создания Союза писателей в 1934 году, до начала вот всяких репрессивных, до 1927 года, в принципе, была практически полная свобода. И в этот момент, и в этот период, где-то с начала 20-х до конца 20-х, появляется огромное количество величайших произведений культуры. Как в живописи, как в кино. Ну, броненосец Потемкин, вот одного достаточно, который номер number one во всех топовых голливудских или И каких-то останется рейтингах, да. навсегда. Но там же и «Земля» Довженко, там «Мать Пудовкина», там то, что делали Фекс и Козинцев с Траубергом. Это и живопись, Кандинский, извините меня, это Лентулов, это Маяковский с «Окнами роста». То есть и среди них Карим Тинчурин вот с этой пьесы. Это абсолютно конгениальная вещь. Она написана на близкую тему бегу булгаковскому, но написана на год раньше. Поэтому упрекнуть в каких-то, вот вы говорили, вахтангов, Турандот. голубая Пересечение. Но шевель. это значит мысли одинаковые. Абсолютно, да? это То есть что-то вот этот розлито... пласт что-то, да. интеллигенции, он Думают, одинаково думают в одном мыслит. Абсолютно, да. Это действительно потому, что пишут на одни темы. Одни темы витали в воздухе. Это нормальное явление. Ставит у нас режиссер, который хорошо известен казанскому зрителю, Георгий Цхирава, который был главным режиссером Казанского ТЮЗа в свое время. Да. Сейчас он возглавляет один из лучших региональных театров России, академическую омскую драму. Вот если заговорили о вахтанговцах, они как раз-таки побратимы вахтанговцев, потому что в годы войны театр был в эвакуации и работал на их площадке. Вот. И действительно очень сильный театр и сильный режиссер. Он недавно выпустил «Марию Бабеля». Это очень крутой спектакль. И мы очень надеемся, что наш спектакль будет как В его минимум не постановке, хуже. да. Да, в его постановке. Уже там, мы же видим, я же вижу, то есть мы же знаем, мы часто приглашаем режиссеров со стороны. просто по реакции актеров я вижу, что как бы все пока идет хорошо. Сложился тандем, да? То есть Сложился, труппа да, и сложился режиссер. на площадке сложилось, значит, взаимопонимание, это самое главное. И актеры с интересом работают, ну, видно, прямо с азартом каким-то. Яс, расскажи. Это премьера. Ага, да. да, без витрил, но о чем, да? Или хотя бы по жанру, чтобы наши слушатели примерно понимали. По Может, не жанру, все знакомы так с творчеством Тинчурина. Воспоминания о грядущем мы назвали это. Ну, то есть такая игра слов, потому что действительно многие вещи... Действие происходит с 1910 по 1925 год. То есть выборы в 4-ю Думу российскую и начало Столыпинской реакции, разгар Столыпинской реакции, с одной стороны, одна граница временная, и другая — это разгар НЭПа. Вот. И то, как, значит, как нация татарская совершает выбор, ведь там же огромный за этот 10-летний период, за 15-летний период куча событий. Это
революция, война империалистическая, Временное, война гражданская, да, временное голод по правительство, Волжье, отставка временного да, правительства. это все страна в полную трансформацию, трансформировалась Российская империя в СССР за это время. И на этом фоне судьба нескольких героев, которые в советское время сатирически можно было их подавать. Там просвещенный купец Нуриддин, купец старой закалки, там Мисбах Хаджи и там, например, Дауд, сын Нуриддина, человек, который хочет для своего народа какого-то лучшего пути. И их ошибки, их какие-то тревоги, их то трагикомическое, что с ними происходит, оно сегодня, конечно, не может подаваться в сатирическом ключе, потому что в конечном итоге они были правы. В конечном счете, то, что они разошлись с большевиками и видели вот все, ну, то есть в их монологах звучат какие-то правительские слова о том, что вот эта власть того, кто был ничем, тот станет всем, она губительна для общества. Это мы действительно с этим столкнемся в исторической перспективе. Поэтому сегодня эту вещь ставить так, как будто мы не знаем жизнь, наконец, того же самого Тинчурина, которого расстреляли, да, в 1938 году, нельзя. Вот эта пьеса про это. Спасибо большое. Итак, друзья, буквально 5 минут у нас осталось до завершения эфира, но мы продолжаем нашу интересную беседу в рубрике «Культурщина». Да, Нияз, расскажи про другие премьеры. Другие премьеры. Другие премьеры, да, Значит, пожалуйста. смотрите, Ох, Ильгиз как Зайнеев сыграл-то. сейчас работает над очень любопытным спектаклем «Чудо-таблетка» по Зульфату Хакиму. Чудо-таблетка? «Чудо-таблетка», да. Прекрасное Так мы название, перевели. кстати. По-татарски звучит «Бармарыш пять тандава». Ого. Мы не выговорим. Не, ну после чудо-таблетки мы выговорим даже это. Даже это. Чудо-таблетка. Некий светский учитель химии изобрел у себя дома, Так. в домашней лаборатории, изобрел средство, некую таблетку от взяточничества. Да сейчас А. спойлер идет, смотри, спойлер пошел. Это нормально Так. вообще. Это трейлер, Я подожди. сначала- Это трейлер, это не спойлер. Я сначала подумал, это что-то будет вроде типа области тьмы. Нет. И дальше? И дальше. И, естественно, и тут же районное руководство решило не пущать. И они делают все, чтобы эта таблетка не добралась, не выбралась за пределы деревни, района. И там очень интересная много идея. комических ситуаций. Это Ильгиз сам написал пьесу? Это Зульфат Хаким. А, это Зульфат Хаким. Если только он не работает под псевдонимом Зульфат Хаким. Это пьеса лауреат конкурса несколько лет назад. Я татар пьеса, новая татарская пьеса. Ну вот. И Фарид Бекчентаев, когда он вернется после, надеюсь, триумфальной премьеры «Антигоны» в Уфе, где он сейчас на постановке находится, он начнет доставлять, ну, то есть уже репетиции начинались, будет ставить спектакль «Упал из рук мой белый колпак» по Ильдару Юзееву. Ильдар Юзеев. Это такая пьеса, которая прошла практически незамечена у нас. В свое время ее когда-то в Башкирском театре ставили. Она о первом телемосте между татарами Америки и татарами Казани. И очень многие темы, которые звучали тогда как некое открытие мира, сегодня звучат совершенно иначе в нынешнем контексте общественно-политическом. Поэтому будет достаточно любопытная, мне кажется, постановка. Она очень оригинальна по форме, но тут я выдавать не буду, мы отдельно как-то это можем Да, об этом поговорить, потому что я вторгаюсь на территорию, опять-таки, небезызвестного вам замдиректора, у которого есть свой маркетинговый план, пиар-план. Пока, в общем, эта премьера отдаленного будущего, она увидит свет в следующем году. То есть в этом сезоне, но в следующем году, в начале года, 17-го. Поэтому пока рано об этом говорить. А вот следующие премьеры 7 ноября мы традиционно день памяти, день рождения нашего выдающегося режиссера, который был главным режиссером нашего театра 36 лет, Марселя Салимджанова. Каждый год мы выпускаем 7 ноября премьеру. Вот Ильгиз выпустит премьеру 7 ноября. Чудо-таблетка. Ну, естественно, 7 у нас, да. и 8 у нас без витрин. Да, из 19 по 25 у нас фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». Мгм. Очередной, 8-й, по-моему. Да, уже. я На рассказываю. площадке театра, На да? площадке театра и других площадок города, потому что в Тюзе есть молодая режиссура, в Углу есть молодая В режиссура. Доме актеров. Везде, где есть да. в Доме актеров, везде, где есть молодая режиссура, мы как бы открыты всем. То есть нет, Yes, как попасть на это вот событие, не только как зритель, может быть, как и режиссер молодой, может быть, как А как? актер, какие-то заявки нужно Да, выполнять, нужно быть- что но нужно? сейчас уже все поздно, сейчас уже сформирована программа. Все, можно не отвечать. А на следующий год на следующий- молодые режиссеры уже состарятся. поэтому- А на следующий год, Нужна будет да, ротация, да? на следующий год отдельно. Надо как бы напоминать мне о себе. Говорить, Звони, Руслан Нияз, да, говорить, иногда. я там... Привет. Привет, молодой режиссер такой-то.
Январев хочу. Ладно, я Егоршина подпину, нормально. Подпини, давай. Ну А что же, Егоршин примет участие, там у нас будет, понимаете, у нас будет лаборатория в рамках, приедут вообще суперличности, приедет Дмитрий Черников, Адольф Шапира, Да, Шапира, я знаю. Александр Моноцков и Ксения Перетрухина. Это Он мне- композитор. вот как раз мы вчера разговаривали, Да. он мне рассказал, что вот на это Да. событие приедут очень хорошие режиссеры, Да, очень это, известные режиссеры. Хореографы, значит, композиторы и художники. И критики уж как всегда. Да. Критиков-то особо не будет как раз. Мы в этом году как бы не получается бюджетно просто. Много Ну, критиков. тебя позвать. одного достаточно. Ну, Олег Лаевский будет, Олег Семенович, так что все нормально. Нам главное лаборатория. Молодые режиссеры будут, общаясь с старшими коллегами из разных театральных цехов, говорить о проблемах постановочной группы. Вот. Надо говорить. Да. Да. В общем, ну это внутренняя кухня. Как бы я знаю всех этих молодых режиссеров, и как бы это внутренняя кухня широкому зрителю это ничего не даст. Широкий зритель пусть ходит на спектакли молодых режиссеров. А зачем внутрянку раскрывать, действительно? Да, совершенно не надо. Это наша внутренняя кухня. Так. Итак, на какие спектакли мы отправим наших зрителей, мы уже рассказали. И, конечно же, мы сейчас скажем, кто конкретно получает Давай. билет в Сначала мы театр скажем, Камала. какой Стоп, правильный мы скажем ответ. стоп. Да, Стоп. все. У нас известен первый и последний человек, который прислали правильный ответ на вопрос, с каким же спектаклем открывает Традиционно. Традиционно Свой каждый новый год и театральный закрывает тоже, кстати. Да. Это спектакль «Зангар Шаль», «Голубая шаль» Карима Тинчурин. И мы поздравляем наших победителей. Первым, кто прислал, или первый, здесь, к сожалению, без подписи, есть последняя цифра номера телефона 7292. Правильный ответ был именно с этого номера, первый правильный ответ. И последний правильный ответ к нам пришел на СМС-портал от Эльвины, также «Голубая шаль». Все правильно, Эльвин, мы вас поздравляем, ждем вас за билетами в театр Камала. Да. Рахимитегас. Ну что ж, давайте прощаться, время подошло. Я спасибо большое, что пришел, что нам все так любопытно рассказал. Уделил время. Уделил время, Вчера да. я знаю, что В происходило в своем, углу, да, вчера все закрывалось. графике. Вообще, конечно, с Ниязом хочется поговорить очень о многом, потому что много где бывает, много что смотрит, много что знает. Вообще человек энциклопедический. Практически Федор Конюхов от театра. Да, такой наша местная звезда, наше все. Значит, ваша местная звезда. Унижается Адиля. Совсем скоро Нияз полетит на воздушном шаре по всем театрам. Да, я в это верю. Спасибо, Нияз.